давайте продолжим. И у нас впереди одна из, все, что будет после этого кофе-брейка, это все сплошные интересные темы, активные социальные, политические, очень говорильные, поэтому я надеюсь, что из зала будет очень много интересных вопросов, мнений и участия в том, что происходит сегодня здесь на сцене в рамках Удмуртской интернет-конференции. Еще раз хочу напомнить, что у нас продолжается конкурс на самую оригинальную расшифровку аббревиатуры Удмуртской интернет-конференции. Вы можете свои варианты сдавать девочкам на ресепшене на регистрации. Также у нас официальный хэштег мероприятия «Решетка URC 2012». Можете вести трансляцию в Твиттере. И отдельно у нас интернет-трансляция на портале fantom.ru. Но я думаю, что вам интереснее будет смотреть на то, что происходит на сцене, чем на то, что транслирует портал. Тем не менее. Давайте продолжим. Следующий доклад после кофе-брейка, очень интересный, называется он «Интернет и политика. Технологии формирования общественного мнения интернет-аудитории». И докладчики у нас два: Алексей Батурин, Институт развития регионов, и Алексей Семенов, Agency One. Алексей Батурин, правильно? Хорошо, передаю микрофон. Здравствуйте, коллеги. Я начну в продолжение этой истории про два докладчика. Вынужден принести извинения за моего коллегу Алексея Семенова, который не смог вылететь из населенного пункта Москва в силу того, что у него образовались, к сожалению, неотложные дела. Ну, поясню, несмотря на некий такой образ свободных художников и людей, свободно располагающих своим временем, мы, политтехнологи и специалисты по информационным технологиям в интернете, такие как Алексей, а он один из лучших известных мне, к сожалению, связаны контрактными обязательствами, горящими сроками, и он просил передать вам извинения от себя. Я тогда, с вашего позволения, начну. И начну, наверное, с того, почему я считаю, что имею моральное право вообще говорить на такую сложную и, на мой взгляд, не сформированную с точки зрения рынка тему. Последние 12 лет с небольшими перерывами я занимаюсь организацией избирательных кампаний и реализацией социальных проектов в самых разных регионах, на самых разных территориях и в самых разных масштабах. Такой профессиональный статус, то есть специализация, которая закреплена за мной в тех группах товарищей, в которых я работаю, это идеология избирательных кампаний, стратегическое планирование избирательных кампаний и курирование блока, связанного с информационным сопровождением. То есть вот весь некий комплекс, который объединяет политику и коммуникацию. Политику мы имеем в виду вот здесь все-таки компании политического характера. Хотя целый ряд социальных проектов, там указывался Дед Мороз в качестве нашего клиента. Это действительно так, мы разрабатывали этот проект и фактически перебрендировали в свое время Деда Мороза под определенные задачи, я об этом расскажу, но чуть позже. То, что я попытаюсь сейчас рассказать, это результат вот переосмысления, обобщения и прочего вот этого моего 12-летнего опыта, который преломляется через вот эту вот историю применения интернет-технологий в политической сфере. То есть, по большому счету, надо признать, что интернет-коммуникации как точка приложения усилий, ну, в общем, как политтехнологов, так и, в общем, других специалистов там, некоммерческого сектора. Это направление там, достаточно молодое. Хотя, на самом деле, попытки использовать в том или ином виде эти технологии, они предпринимаются давно. Понятно, что
Это связано прежде всего с распространением, ну, то есть с интернетизацией, как принято у нас говорить, которая сейчас достигла, на мой взгляд, такого предельной точки, то есть точки, когда это становится прямо необходимым. Об этом я тоже попытаюсь чуть попозже рассказать. Два ограничения в нашем сегодняшнем разговоре. Я надеюсь, что у нас после того, как на китайском экзамене расскажу все, что знаем, надеюсь, что мы сможем просто поговорить, потому что проблема в том, что рынок применения в общественной сфере интернет-технологий, он молод и, соответственно, не сформирован. То есть, вот на берегу, стоя там, на 5-й минуте своего выступления, могу честно сказать, что я не склонен полагать, что я достаточно хорошо знаю вот весь спектр интернет-технологий, имею достаточный опыт их применения, чтобы я знаю все. Нет, на самом деле, более того, мой опыт, в силу того, что я там, курирую этот блок в достаточно крупных проектах, понятно, что я выступаю заказчиком по множеству самых разнообразных наших IT-партнеров, которые существуют. И мы работаем, как правило, по такому принципу. То есть вот мы формируем некий набор задач, после этого приглашаем 2-3 группы наших коллег и говорим, вот у нас есть такие задачи, вот у нас есть такая целевая аудитория, послезавтра желаем увидеть, значит, предложения. Качество этих предложений, как правило, не самое высокое, и это не беда наших партнеров, а проблема в том, что мы садимся там, ночами, днями и сутками, прорабатываем каждый кейс, и по большому счету каждый раз рождаем что-то новое. Ну, что-то рождаем, что-то, безусловно, крадем либо в международном опыте, либо в том, что делают коллеги. Но, и я об этом тоже скажу, на мой взгляд, этот рынок, эта история еще не до конца сформирована. Мои ограничения вот, в нашей будущей дискуссии заключаются в том, что, к сожалению, я могу зачастую говорить об абстрактных регионах, не называя конкретных заказчиков, но то есть какие-то кейсы я в любом случае буду рассказывать и приводить примеры. Второе ограничение, это наше с вами, оно, в общем, с одной стороны политическое, с другой стороны просто мы обсуждаем в рамках того, что обсуждаем сейчас, не содержание, не контент, а технологическую часть. То есть понятно, что у всех есть своя какая-то гражданская позиция, и каждый так или иначе относится к тому или иному проекту, просто личностно и гражданство. Но нам интересно, как это произошло, как это сделано, а не то, что они говорят, но как бы в таком ракурсе на нашу сегодняшнюю работу поглядеть, потому что по большому счету, если присмотреться, то, то есть и та, и другая, и третья сторона в любом значит, конфликте, там, в любой гражданской истории применяет по большому счету один и тот же набор технологических приемов. Вопрос в том, что с разной эффективностью, но технологически все по большому счету равны, особенно в интернете, где, в общем, по большому счету нет пресловутого административного ресурса. И об этом тоже мы пытаемся поговорить. То есть мы рассматриваем технологию формирования общественного мнения. И здесь позволю себе еще раз, позволю себе некое теоретическое выступление, короткое, но для того, чтобы мы понятийно говорили об одном и том же. Не вдаваясь в терминологию, не вдаваясь в какие-то подробности и детали, политологические и прочее, и социологические, предлагаю отфиксировать, что мы под формированием общественного мнения в
по крайней мере, в рамках моего выступления, ваших как хотите, понимаю, а можно ставить? Мы понимаем формирование устойчивых стереотипов. То есть вот все, что направлено на формирование стереотипов той или иной степени устойчивости, есть формирование общественного мнения. Предлагаю пока на этом отфиксироваться и дальше дискутировать. Что мы понимаем? То есть вот, когда мы говорим, что Башар Асад тиран и кровопийца, мы имеем в виду устойчивый стереотип, который сформирован, значит, в результате определенных усилий по формированию общественного мнения. Мы имеем, на мой взгляд, прекрасный пример стереотипа. В Ираке в начале этого века было химическое оружие. Вот абсолютно медийный стереотип, который сформировался в результате формирования общественного мнения. Значит, если ближе к нашим, то есть вот полный стереотип, Навальный и же с ним борцы с коррупцией. Устойчивый стереотип, который формируется в результате определенного набора действий, которые на самом деле, по большому счету, можно разложить по структуре и во времени, и в пространстве. Отсюда же контрстереотип, значит, на Навальный ставленник гостя. Опять-таки, достаточно, то есть, в чем еще преимущество интернета, можно, ну, собственно говоря, весь круг отследить. То есть можно в хронологическом порядке, по большому счету, все артефакты, которые были выстрелены и организованы, отсмотреть. И опять-таки логика развития, логика внедрения каждого из стереотипов, ее можно отследить. Ну, так, чтобы, там, собственно говоря, в ту сторону тоже как-то посмотреть. То есть есть, на самом деле, вполне себе устойчивый стереотип про Единая Россия, это партия Путина. Вот он как бы сложился круг за кругом. И, ну, в общем, с технологической точки зрения, гениально исполненная история про партию Жигутова. Безотносительно, на самом деле, вот ее содержание, безотносительно общественного запроса и прочее. С точки зрения технологии внедрения, на мой взгляд, вот этот стереотип, вот этот как бы там семантический ряд внедрен очень эффективно и точно. Вернемся к этому чуть позже, но вот, то есть, по крайней мере, мы понимаем, о чем я буду пытаться говорить. Хотелось бы высказать свое отношение к двум мифам, связанным с интернетом и общественным мнением. Первый миф – это, значит, я бы его определил как наличие интернет-бомбы. Значит, безусловно, граждане и эксперты пугают друг друга твиттер-революциями и подпольными сетевыми технологиями и прочее. На мой взгляд, я в этом глубоко убежден, и, по крайней мере, на это опираюсь в своей деятельности. Какой-то универсальной технологии, какого-то набора безусловно работающих кодов, которые могли бы перевернуть мир или там серьезно обострить ситуацию, не существует. Более того, ну вот я там специально себе выписал некие факты, значит, ну, по данным, может, не британских ученых, но ученых, то понятно, что они тоже все неоднозначны. Значит, из 80 миллионов египтян твитили в тот самый период, во время арабской весны,
15 тысяч человек, причем большинство из них. Если говорить о ранних видах революции, о том, что относят к этой истории, значит, в Молдавии вот, во время этих вот, там, событий, которые значит, неким образом относят к событиям, спровоцированными интернет-коммуникациями, значит, писали всего 700 человек, причем в самой стране внутри нее находилось 200. Значит, данные Аль-Джазиры говорят о том, что значит, во время зеленой революции в Тегеране писали вообще 60 человек. Более того, они преимущественно переписывались между собой. То есть, с одной стороны, это говорит о том, что значит, вот не существует интернет-бомбы, не существует интернет-волшебства, которое, вот, собственно говоря, может подменить собой все остальное. Весь набор неких полевых действий того, что происходит. Но с другой стороны, есть определенная динамика. Ну, кстати, вот еще из любопытных фактов, которые для себя я отметил, одно из первых вообще серьезных переворотов, которые были достигнуты с помощью интернет-коммуникаций, еще таких олдскульных интернет-коммуникаций, была история 2001 года на Филиппинах, когда после значит, неудачной попытки формального парламентского импичмента президента более 7 тысяч, если я не ошибаюсь, более 7 миллионов электронных писем граждане написали друг другу, значит, с призывом выйти на значит, массовый беспорядок. И после того, как эти люди вышли на улицы Манилы, в результате как бы, режим пал. То есть, с одной стороны, безусловно, есть факты, показывающие, что роль интернет-коммуникации, роль этой формы, она растет. С другой стороны, без каких-то без использования параллельных коммуникаций, параллельных структур, параллельных носителей, площадок, пока какие-то серьезные, корректно назвать, значит, серьезные изменения, то есть серьезные результаты, значит, и серьезные перемены в общественном мнении, они невозможны. Если говорить то есть, например, надо понимать, что значит, в Российской Федерации серьезно о каких-то применении технологических кодов, я в данном случае отбрасываю немножко значит, то, что заменяет простые бумажные носители, то есть, создание сайта, который фактически является электронной газетой, это просто смена технологии распространения информации. Она не является, на мой взгляд, на взгляд коллег моих, какой-то интернет-технологией. Правильнее вести речь все-таки о вещах интерактивных, о вещах более сложных. Так вот, если, опять-таки, на своем опыте, то есть если еще 7 лет назад в рамках региональной избирательной кампании вопрос об использовании, то есть о неком интернет-проекте вообще не поднимался. Делался сайт, это как-то бюджетировалось и все. То, например, года 4-5 назад появились первые бюджеты, выделенные в рамках смет избирательной кампании на это. А это значит, что
появилась возможность уже, мы целым с заказчиком его представителя, люди стали понимать, о чем идет речь. Последнее время, последний год, два, три, вообще там зачастую это первый вопрос, который задается. Что мы будем делать в интернете? Это связано, на мой взгляд, с тремя вещами. Во-первых, безусловно, более 50% граждан, уже по подавляющему большинству вопросов, более 50% граждан регулярно пользуются интернетом, по крайней мере, на уровне потребления новостей. Количество аккаунтов в социальных сетях, оно начинает существенно превышать эту 50% отметку. Есть большая заслуга в развитии таких политических интернет-коммуникаций со стороны чиновников разного уровня. Люди, которые привыкли начинать свой рабочий день с того, чтобы отмониторить некоторое количество сайтов, для того, чтобы прочитать, что там про меня пишут, безусловно, у них возникает желание отвечать. И это, в общем, хорошо, разумно и честно, потому что, на мой взгляд, если говорить о некой государственной политике в сфере интернет-коммуникаций, безусловно, нельзя не признать, что еще 3 года назад ее просто не было. То есть все, что мы понимаем под оппозицией, доминировало в интернет-пространстве. И опять-таки нельзя не признать, что последний год-два эта ситуация в значительной степени переменилась. Это можно по-разному оценивать, во-первых, с гражданских позиций, но с технологических позиций, несмотря на качество первых опытов, этих всех многочисленных молодогвардейцев и прочих, которые пытались передавить ситуацию. Сейчас не могу не ответить, я не знаю, может быть, у коллег мнение другое, само качество этой работы принципиально изменилось. То есть появилось некоторое количество, я не берусь судить, каким образом появились эти тысячники, блогеры-тысячники, которые сейчас в лоб или косвенно в некую повестку провластную продвигают. Там полагают, что совершенно разные схемы взаимоотношений и прочее. Хотя не исключаю, что есть значительное количество людей, которые делают искренне или за какие-то разумные вещи. Но тем не менее, то есть некий перелом произошел, и это с технологической точки зрения хорошо, потому что государство научилось, то есть некий государственный аппарат научился с этим как-то работать. Если говорить вот тут, можно. Что мы для себя в свое время сформулировали в качестве преимуществ и причин, по которым есть смысл работать в интернете, и, собственно говоря, преимущество этого канала. Первое, здесь не отражено, это некое самотаргетирование аудитории, вирусность. То есть, по большому счету, создавая площадку какую-то, которая продвигает тот или иной набор идеологем, мы получаем, и привлекая некоторое количество людей, мы получаем дальше саморазвитие этой площадки. То есть за счет использования, то есть люди
значит, пользователи, они тянутся друг к другу. В этом принципиальное отличие интернет-площадки от традиционного СМИ. То есть, безусловно, у традиционного СМИ есть свой набор читателей, но они не находятся в таком активном привлечении своих друзей и знакомых. А если к этой истории еще подключаются социальные сети, то там этот рост становится прямо взрывным. Значит, не для всех это преимущество, но на самом деле сложность блокировки с той или другой стороны для интернет-площадок является очень важным преимуществом вообще любого использования интернет-коммуникации. Собственно говоря, те, кто побывали против, значит, они за, они это с технологической точки зрения испытали по полной программе. Более того, на самом деле масса компаний таких протестных, либо протестных по отношению к той или иной политической группе уходят вообще и превращаются в интернет-компании. То есть есть масса примеров, когда люди были обжаты настолько, что у них, собственно говоря, кроме интернета вообще ничего не было. И вот они по большому счету вкусили по полной программе вот эту благость высокой степени интернетизации. То есть что происходило? Происходило следующее. Значит, относительно небольшая группа лиц, значит, которая попадала на вот эти вот альтернативные ресурсы, становилась вирусным разносчиком, значит, вот этих идеологем уже в офлайне. И эта история работает с точки зрения технологий. Значит, что еще? Интерактивность. Безусловный и вообще уникальный на самом деле признак, который требует использования интернет-коммуникаций в политической среде. На самом деле никакая другая форма политической коммуникации такого качества интерактива не дает. То есть вот опять-таки, что такое избирательная кампания в представлении олдскульных технологий? Это опять-таки пришедшие там из Запада технологии, это работа агитационной сети. Когда что есть вообще у технолога там 5-7 лет назад? У него есть некоторое количество агитаторов, у него есть традиционная СМИ. Все. Форм диалога, такого массового диалога с населением у него нет и быть не может. Потому что при всех достоинствах традиционного агитатора он никогда не даст, он все равно человек, как правило, ограниченный. Здесь получается совершенно уникальная возможность для диалога. Массовая вседоступность, это экономическая категория, тут все понятно. Значит, безусловно, дешевле содержать некоторое количество интернет-площадок, чем издаваться традиционным способом. Значит, разнообразие форм. Вот это тоже то, что нужно и важно понимать в качестве. Интернет дал массу разных вариантов для взаимодействия, для влияния на человека. То есть в моей профессиональной среде избирателей мы можем смотреть шире. То есть по большому счету появление онлайн-игр, одна из классических и забавных историй, абсолютно интерактивный и такой жесткий и злой сайт «Шансов нет»,
где значит, можно было действующего губернатора Нижегородской области значит, гонять по игровому полю, значит, прихлопывая уголовным кодексом. То есть, собственно, вот и больше, и вот этот формат, вы понимаете, что больше ничего не надо. То есть он понятен, доступен, нагляден. Не буду пока больше ничего говорить. Значит, высокая скорость. Опять-таки, технологически ни одно средство массовой информации с такой скоростью действовать не способно. Ну, там, лидирует, безусловно, Твиттер по скорости подачи информации. Ну и технологическая простота. На самом деле, по большому счету, большая часть значит, таких хороших интернет-проектов может делаться на коленке. То есть, да, хорошие проекты, да, там, крупные компании, которые обладают там, креативными ресурсами и прочее, это стоит там, относительно дорого, это, во-первых, в любом случае стоит дешевле, чем традиционные каналы, а во-вторых, с точки зрения донесения контента до читателя, безусловно, значит, интернет технологически прост. Значит, а вот теперь, еще раз следующий слайд. И все эти преимущества, они на самом деле хороши, значит, но, опять-таки, на наш взгляд, на взгляд мой, взгляд моих коллег, которые так или иначе пытались вот все эти преимущества реализовать в практической жизни, существует ограниченный круг задач, которые можно было бы решать с помощью интернет-коммуникаций в рамках формирования общественного мнения по тому или иному поводу. Первое — это информационное, то есть это просто. То есть нужно накопить некий объем информации, то есть некий вал, то есть создать информационный поток. Для того, чтобы потом начинать заниматься чертовски важной с экономической точки зрения вещью, как agenda setting. Вот это принципиальная задача, которая в последнее время, значит, с которой справляются только два канала. Это интернет и телевидение. То есть, по большому счету, если говорить о примерах agenda settings, ну, опять, то есть можно по-разному относиться, значит, к морально-этической стороне этого вопроса, но на самом деле, там, классическим и вот наглядным примером agenda setting, который идет сейчас, это, значит, история с пьянством в Европе. То есть это то, значит, вот это вот трагические, безусловно, истории, которые технологически исполняются, которые формируют повестку дня. Более того, там можно по-разному толковать причины, по которым это делается, но в целом, вот сейчас пьянство за рулем, оно как бы является там, одной из центральных позиций в повестке дня, федеральной. При том, что, ну, по большому счету, все же понимают, дальше чем это закончится. То есть, ничего не утверждали, но по большому счету, это хорошее информационное сопровождение принятия будущих законов, значит, об ужесточении правил дорожного движения. К сожалению, например, истории сопровождения нормативов, которые там принимаются в жилищно-коммунальной сфере, такой вот, значит, системному, значит, агентированию, системному формированию повестки дня не сопровождается. Хотя эта тема, безусловно,
сопоставимое по остроте с финансовым продуктом. А технологически, по большому счету, значит, берутся, как бы, вкладываются в повестку там, некоторое количество техногенных катастроф, в которых там, очевидно не виноваты коммунальщики, и дальше как бы, это разыгрывается. Это безусловно не просто, но это возможно. А главное, так вот, если по-настоящему это нужно. Следующая функция, которая я тоже пытаюсь в некой логике выстраивания информационной кампании, гипотетической, то есть дальше вот в некую повестку дня, которая формируется, значит, так или иначе, и вот еще повторяю, что на самом деле последний год повестка дня формируется только интернетом и телевидением, значит, она должна быть неким образом проанализирована и отрефлексирована. То есть массовому читателю нужно предложить некий набор выгодных выводов из того, что произошло. То есть объединить цепочку событий из повестки дня, которую мы сформировали, объединить в некую логику, так, чтобы, значит, у нас потребитель нашей информации мог сделать какие-то выводы. Здесь, опять-таки, если честно, конкурентов интернета вообще практически нет. То есть, если проанализировать каналы коммуникации, которые сейчас существуют, значит, с аналитическими, такими большеформатными аналитическими историями может выступать печатная СМИ, которая, безусловно, малотиражна и несравнима с объемом прочтения количеством в аудитории интернета. Либо телевидение, которое очень долго уходило от этого аналитического формата. Более того, вот я склонен утверждать, что многочисленные, появившиеся в последние 2 года ток-шоу вот такого как бы рефлексирующего плана, это попытка запрыгнуть вот в последний вагон вот именно решения этих задач, аналитики и рефлексии. Потому что в части формирования, вот в части рефлексии событий со стороны вот того, что мы называем думающей аудиторией или обиженными горожанами, неважно, как мы это называем, это достаточно определенная, легко таргетируемая группа. До последнего времени конкуренции у интернета в части анализа и рефлексии вот в этой группе вообще не было. То, что сейчас делается, это попытка на самом деле удержать аудиторию чуть, то есть такого массового телезрителя. Потому что если и массовый телезритель начнет получать оценку событий, значит, и диагнозы из интернета, здесь можно, вот здесь ситуация может перекалиться, на мой взгляд. Алексей, простите, что прерываю, но у нас поджимает время, если возможно, перейдем к итогу. Хорошо, значит, тогда давайте дальше мы говорим о мотивации, и это страшная история. Потому что на самом деле, с одной стороны, это финал идеологической обработки и финал, собственно говоря, формирования общественного мнения. То есть, по большому счету, если мы какой-то стереотип формируем, значит, это нам нужно. Значит, мы хотим от аудитории каких-то действий. И вот эта задача по мотивации на какие-то действия, она, собственно говоря, является финалом вот этой вот бурной деятельности в содержательном плане. Другое дело, что какой-то однозначный, то есть там, опять-таки, из своей сферы, привожу пример, то есть долго я бился с множеством разных специалистов, для того, чтобы таким образом перевести вот всю эту проделанную работу, например, в более-менее гарантированное голосование за того или иного кандидата.
прямой схемы в настоящее время не существует. Не исключаю, что это хорошо. Ну, то есть с профессиональной точки зрения заявляю, что, безусловно, как бы я и мои коллеги будут биться над решением этой задачи, и я надеюсь, что однажды решим. Ну, просто потому что так устроено. Значит, следующая часть, которая тоже важна, которую зачастую упускают, это история про то, что как газета «Искра» была коллективным пропагандистом и агитатором, так и на самом деле интернет имеет возможность и дает возможность решать целую кучу организационных задач. И вот это вот уже из истории про Твиттер-революцию. Потому что, значит, понятно, что интерактивность интернета позволяет налаживать контакты, интерактивность интернета позволяет проводить рекрутинг, ну, кого бы то ни было, пока на экране возможности. Значит, анонсирование акций, координация акций. Ну, собственно говоря, история Белой Ленты, которая анонсировалась и координировалась исключительно с помощью интернет-ресурсов и была проведена, говорит о том, что в этой сфере эффективно можно сработать. Значит, и методически, что тоже важно, потому что на самом деле пособие по ведению партизанской уличной войны уже давно можно скачать в интернете. Ну, я буду сказать, на самом деле, классическая книга, и там никакой тайны-то нет. Но по большому счету, во время революции арабской весны, значит, вот эти вот легендарные боевики, которые, собственно говоря, на площади вылились, они получили совершенно конкретные инструкции. И эти конкретные инструкции они получали с помощью Твиттера и прочего. Ну, дальше я не буду продолжать, с вашего позволения. Единственное, что вот там сошлюсь на некий свой организационный опыт, то есть третий еще, то есть это не прямую интернет-технологию формирования общественного мнения, но в моей жизни есть опыт, когда мы проводили избирательную кампанию в режиме скайп-конференции в течение месяца. То есть там 5 специалистов находились в разных городах России, а некоторые в разных других странах. И в одном из избирательных округов Астраханской области в это время велась избирательная кампания и проводился скайп-инструктаж агитаторов и наблюдателей. И это, то есть это скорее все-таки к менеджменту относится, но технологически это методически. Да. Ну, собственно говоря, дальше к оптимистическим вещам, значит, правда жизни заключается в том, что, на наш взгляд, значит, роль традиционных каналов, традиционных СМИ, значит, и интернет-ресурсов, построенных по принципу традиционных СМИ, она стремительно снижается. Начинают выигрывать, начинают получать результаты те, кто использует социальные коммуникации, то есть интерактивные вещи с использованием, если говорить там, о ресурсах с использованием социальных сетей, которые обладают гигантским потенциалом, на мой взгляд. Но более того, мы понимаем, что там, сейчас в эти социальные коммуникации интерактивного характера стекаются, ну, и бизнес-процессы, и все значит, политические. Ну, собственно говоря, из этого следует, что подавляющее большинство задач по формированию общественного мнения в ближайшей перспективе можно будет достичь с помощью интернета. Ну что ж, у нас есть буквально пару минут для вопросов. Вообще, на самом деле, выступление очень интересное, и вопросов должно быть очень много, но времени у нас очень мало. Николай Николаевич. Извините, пожалуйста, исключительно жестокие вопросы. Первое. Почему вы считаете партию «Рубль-Круговорот» удачным проектом? Ведь это провалилось, как было видно, на плакате. Я голосовал не за «Рубль-Круговорот», а за других. Это полный провал России. Да. Второй вопрос. Да. Почему вы считаете, что было только два взгляда на Навального? Или боец коррупции, или агент какого-то там разведки? А не было третьего взгляда, и
увидел он скидок. Этот человек как сразу будет пролезть наверх. И больше ему остальное поп. И третьего. Вы считаете, что белая лента это удачный проект? Ведь все поняли, куда ведет Москва Россию. И знаете, как называют белая лента в России? Глисты. Спасибо, Николай Николаевич. Алексей, попытайтесь. Да, давайте я попытаюсь коротко ответить. Значит, я не считаю, что было два взгляда, я привел два примера на самом деле. То есть взглядов, безусловно, много. С точки зрения стереотипов партии ожидаемых ворот, ну, так или иначе, значит, мы эту историю покусили, значит, с помощью целой группы социологических исследований в массе регионов год назад. Это устойчивый стереотип. Я не говорю, что это удачный проект, я говорю, что это устойчивый стереотип, который был эффективным образом сформирован. То есть безотносительно, у меня нет никакого морального отношения к этому. Значит, что касается белой ленточки, то есть собрать, опять-таки я ее приводил как пример технологии, как исключительно используя интернет-коммуникации можно собрать немыслимое количество людей в одном месте. Немыслимое, а не важно для чего. Вот для меня, как для технолога, не важно для чего. Еще вопрос. Ну, давайте два вопроса зададим и переходим дальше. Добрый день, Алексей. У меня вопрос по времени. Как вы уже отметили в своем докладе, распространение информации в интернете происходит очень быстро. Но, соответственно, так же быстро она обычно и выгасает. Сказалось ли это когда-нибудь в вашей работе положительно, отрицательно, как вы работаете часть со временем? А на самом деле, вот такая повестка дня, она не требует продолжительности. То есть, как правило, набрасываются, то есть, как правило, есть, там, раскрывая некие тайны, как правило, есть план информационных поводов, которые больше 2 дней и так не жили. То есть, а так, то есть, он в интернете он там поднялся на 3-4 часа. И Бог бы с ним, потому что мы формируем с точки зрения, капля за каплей. И в этом смысле, если этих капель много и они массовые, но короткие, там нас для тех задач, которые мы для себя ставим, нам это достаточно. И еще один вопрос. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Меня интересует такой практический вопрос просто доверия информации, которая нам подается. Да? Например, вот, с точки зрения формирования общественной личности, да? К примеру, вот, премьер-министр, да, наш Дмитрий Медведев. То есть у него периодически проскакивают там ролики, например, где он с президентами камеди танцует в кругу, да? Насколько возможно реальная утечка подобного рода информации, либо это конкретно действительно впрыски для формирования внешней стороны политической личности. То есть случайно ли этот ролик? Случайно ли это? Зачастую очень тяжело. То есть бывает и так, и так. Я просто, я не знаю, многие смотрели этот недавний ролик с мэром Харькова, где он рассказывает о том, как все есть на самом деле. Вот там человек, который ходил в спортивном костюме, мой очень близкий друг. И мы с ним, они проводили, понятно, внутреннее расследование. Потому что понятно, что утечка была не значит, утечка. Вот просто какой-то гад, если коротко. За понятные деньги эту запись продали, все. То есть тут это несчастная случайность, и потом понятно, что как бы раскрученная и выведенная с помощью уже технологий. То есть понятно, что случайно появившаяся запись премьер-министра, значит, когда по-моему, президента, танцующего с Comedy Club, была либо случайно, либо была продана, и потом понятными силами раскручена. Молодцы. Ну что ж, спасибо, Алексей Батурин, Институт развития регионов. Всем спасибо большое за приглашение.